Везде включим. Так, вона мимо напряму только ничего не Мин запланированный доступ шляганием. Как его начать, я не могу понять. Вроде 12 уже или... Как оно начинается? Сегодня 00. Клаб забылный. Открыл я этот, но я не могу включить. Как его включать, я Что я туплю, что ли? Как его включать? Короче, YouTube там трансляцию запланировал, но я его не могу начать. Я туда зайти не могу, как запланированный. Как... Так. Салям, Баркишибор, Рахмат. Так, сейчас я включу. Наверное, самому надо включать, наверное, я не могу. Так. Без понятия. Просто я не умею пользоваться. Вот это я типа сделал. Фигня какая-то, короче. Не могу выйти в эфир. Может, заново надо выходить его? Может, заново надо выходить? А с тем эфиром что будет? Запланированный эфир как найти? Вот он, 12:00. А, вот, на него надо нажать было. Черт, блин. Так, сейчас. Сейчас настройки изменим тут. Ага. Короче, я сделаю доступ по ссылке, чтобы оно сразу не вылезло, и чтобы опять не успели его забанить. Короче, я сейчас буду, как говорится, пытаться защищаться. Так, запись идет. Получается, сейчас я зайду сюда уж. Все, я понял его. Все, начинаем. Так. Бисмилля. Ассаламу алейкум рахматуллахи баракату, Руслар. Сейчас. О, все, пошла на шекелек. Так, Руслар. Отсюда я чуть буду контролировать этот эфир. Как он выглядит вообще. Так, наконец-то. Меня долго не было. Меня банили. Я думал, уже все навсегда. Но, альхамдулилля, третий YouTube. О, все, контроль пошел. Думал, меня все уничтожили. Я думал, ну, Аллах открылся у меня. В тот день, если помните, у меня открылся вот этот же ТикТок, а потом уже я сидел на ТикТоке. А Хазарин, она открылся наконец-то, считайте, 21 числа. Значит, меня банили они непонятно на сколько дней. А может, и правильно банили. На 16 дней, что ли, меня банили они. Вот так, где-то 5 числа меня бахнули они. И вот я сидел, считайте. Вчера не было, проверял. Сегодня проверял, не было. Не работало. Ну, Аллах открылся. Будем, как говорится, распространять продолжение нашей темы. Да, получается. Наши темы, как это там, люди уже как бы пишут мне комментарии здесь, темы такие, что этот, ну, как обычно, да, тема эфира, кстати, я не написал тему эфира, ну, пока непонятно, что я думал, откроется или нет. Короче, как обычно, тема эфира вот по сегодняшним событиям, что происходит вообще в мире. Я вчера или позавчера в этом ТикТоке вел это все, говорил об этом. Ну, сегодня давайте пройдемся в этот, прям через новости, которые мы решили, как говорится, мы должны, как говорится, по новостям пройтись, обязательно, без этого никак. Давайте пройдемся по новостям. Ну, что я могу сказать? Так, давайте через этот пройдем. По последним, так скажем, событиям. Так. Ну, тут событий очень много, я пока сосредоточиться даже не могу. Давайте начнем просто читать Куштар Байрам, и от него будем уже исходить, потом прыгать туда-сюда. Потому что я так скажем, не больно был готов, что такое вот только что вот недавно, полчаса назад я узнал, что у меня открылся эфир. Так, YouTube, пока Кишиюк, пока он, наверное, в спящем режиме он пока. Вот, в ТикТоке 3 человека, 2 зрителя, Рахмат. По последним событиям можем, конечно, пройтись по этому, сейчас я прочитать. Сейчас вот в телеге закидывали как раз. Вот самое интересное, вот последнее, давайте с него начнем. По сегодняшним новостям, да, так скажем. И потом начнем подряд читать все. Так, вот давайте вот начнем. Все-таки у меня канал по Башкортостану и Татарстану, и начнем самые такой, так скажем, новость. И «Свободный Идри Урал», оттуда как бы мне закинули пацаны, о том, что в Уфе 23 февраля московиты покажут, как они убивали тюрков в древности. Ну, это как бы такая уже сделанная фотография, получается. Ну, как эти в доспехах, типа железных, блядь, всякой масках, блядь, маски шелков, и сейчас, блядь, натянутые гондоны на голове, а в прошлом, как говорится, ведра на голове были. Вот. И что они пишут? В арт-квадрате, ну, это типа возле гостиного двора, там вроде бы недалеко, хуево, блядь. Когда я там был, этого не было, мне кажется, я не знаю. Короче, арт-квадраты, типа там тусня такая, молодежь тусуется, ну, типа, само название говорит. С 12 до 18 часов, 23 февраля, как мы поняли, да, планируется фестиваль древнерусского военного искусства. Представляете, да? Древнерусское военное искусство в Уфе. Куда какирак это в Уфе, вот это дерьмо. Уже от одного предложения меня уже, блядь, как говорится, тошнит. Оккупанты организуют выставку старинного оружия, с которым они атаковали тюрков. Познакомятся с русскими богатырями, основах мифических подвигов, которых убийство тюрков. Третье. Будут стрелять из луков и сражаться на мечах, чтобы даже самые маленькие посетители фестиваля поняли, как было весело убивать тюрков. Создадут фотозоны, в которых можно будет сфотографироваться в образе убийц тюрков. На ярмарке ремесленников можно будет купить поделки в стиле захватнических войн Москвы, а также копии старинного оружия, чтобы тренироваться у себя дома, воображая, как убиваешь тюрков во имя князя московского Путлера, блядь. Ну, в данный момент он же, блядь, хуй, блядь, князь, блядь, как говорится, или царь, блядь, или непонятно, блядь. Ну, одним словом, ташак, блядь, мощный, которого, блядь, нахуй никто не может сломить, блядь, как говорится, засунуть ему в задницу, нахуй, блядь, кол, блядь, этому Путлеру, блядь. Даже не говоря о том, что Трамп, блядь, нахуй, какую-то несет ересь, блядь, на днях только об этом говорил, чтобы записывал, так скажем, маленькие такие эти, пока у меня, видите, эфира не было,
чтобы украинцы не сдавались. Однозначно. Они не должны, как говорится, сейчас, блядь, склонить, блядь, нахуй этим пидорам, нахуй, американцам, как говорится, голову, думая, что, блядь, нахуй, мы без оружия ничего не сможем. Просто нужно вспомнить, что в 22-м, когда на вас напали, у вас также не было нихуя оружия, блядь. Поймите. Поэтому, исходя от этого, я всегда и Башкортостан, и Татарстан говорю, блядь, сяняк, блядь, Болсада, сяняк это вилы, даже вилами можно идти на атаку. Проблем нету. Только вот с кем идти? Вот в этом проблема наша. Наша проблема в том, что, блядь, нахуй, мы не можем поднять людей. А моя задача, вот это именно, чтобы за мной пошли люди против Москвы. И я поведу их. Я это 1000 раз уже вам говорил, что вы не думайте, что мы сидим тут, нахуй, как говорится, муму ебем, блядь. Нет, нахуй. Муму ебал в свое время Герасим, нахуй, какой-то, нахуй, блядь. К книге, блядь, нахуй, Тургенева, блядь, нахуй, или кого там, блядь. Мы-то, нахуй, конкретно хотим выебать Путлера, блядь, чтобы Путлер полностью, нахуй, исчез, нахуй, блядь, с глаз долой, нахуй, и сердца вон, блядь. Чтобы мы забыли эту историю. Ну, конечно, это тяжело будет забыть, когда, нахуй, у тебя там 1 лям, нахуй, блядь, людей полегло, нахуй, из Башкортостана минимум 100 тысяч, с Татарстана тоже, наверное, 100 тысяч, нахуй, наших башкуртов и татар, блядь. Не говоря о том, что еще украинцы там тоже, наверное, пол-ляма или миллион тоже ебнули их точно, блядь. Не то, что там Зеленский говорит, что 49 999, нахуй, с копейками, нахуй, как оказывается, умерло, блядь, или 46 тысяч с копейками, нахуй, пиздеж, блядь, как у нас говорят, блядь, 3999 с половиной, 9999, нахуй, с Башкортостана, оказывается, сдохло за 3 года, блядь. Это тоже пиздеж, Туганлар. Это полнейшая, блядь, нахуй, ересь, о которой, нахуй, пишут эти ебанутые журналисты, блядь. Не знаю, откуда они берут это все, нахуй. Откуда берут, я не знаю. Итог такой. Я сегодня как раз посчитывал, если, что я скажу, я думал, если в Башкортостане, допустим, я не знаю, 26, что ли, или что такое, допустим, где-то 25, допустим, давайте, я не знаю, сколько, так скажем, регионов, ну как, не регионов, районов в Башкортостане в данный момент, и в Татарстане где-то, допустим, да, если там в Татарстане, ну, штук 20, наверное, да, районов, или может больше, не знаю. Исходя с этих районов, 25, представьте, 25 поделите на эти сраные 4000, и означает это, ну, вообще херня полная. Понимаете, это даже математически не сходится, что, блядь, не может быть, блядь, за 3 года из Башкортостана, из 25 районов уехало всего лишь таки 4000 людей, и они, понимаешь ли, сдохли. Вот давайте вот с этой стороны интерпретировать, блядь, то, что, блядь, с 25 районов, допустим, с той же Москвы, допустим, огромная Москва, и там, допустим, 10, 15 или 20 районов, блядь, внутри МКАДа, допустим, да, ну, дохуя я сказал, блядь, 10 районов, блядь, нахуй, Чертаново, там, Орехово, туда-сюда, нахуй, вот это поебуте, нахуй, я не выходя за границы МКАДа, блядь, говорю, примерно, да, Тимирязевская, блядь, еще там, Разумовская, туда-сюда, блядь, вот это, вверх-вниз, нахуй, и вот, представили Башкортостан такой же. Оттуда 25 районов, 4000, это получается грубо, сколько там, блядь, нахуй, ну, как будто бы, блядь, нахуй, пусть даже 20, как будто бы 20 человек, блядь, с одного района, блядь. Ну, не может же быть, блядь, 20 человек с одного района. Когда, блядь, в день, блядь, нахуй, с военкоматов забирали минимум, нахуй, по 500, по 1000 человек, нахуй, упаковывали, понимаете? После этого и думайте, когда мы размышляем таким образом, блядь. Там вы не делите контрактники, сам по себе пошел, за деньги пошел, или заставили, блядь. Нет, мы не делим это, просто мы делим то, что ушли люди. Вот, все, однотипность, нахрен, есть момента. И ушли люди из Башкортостана с Татарстаном. И получается, 4000 это очень мало, это вообще полная нахуй жопа, блядь, как будто столько сдохло людей. Остальные, оказывается, блядь, все на войне, воюют, блядь, нахуй, живые, блядь. Когда, блядь, сейчас, блядь, сегодня, блядь, как раз таки говорилось о том, что 300 человек, блядь, нахуй, духов, ну, как это, блядь, срочников, ушли, блядь, нахрен, просто полегли, нахуй, вот этой ебаной, нахуй, Курской битве. О, нихуя, да, Курская битва, блядь, как прям историю сказал. Курская битва, нахуй, блядь, нахуй, на этой, блядь, Курщине, блядь, 300, блядь, духов, блядь, как это я сказал до этого, блядь, с хуёв вот этих, блядь, домашних, нахуй, солдат, так скажем, блядь, забыл, блядь, срочники, блядь, 18-летние, короче, 300 человек, из них, блять, опять нахуй слышим голоса Башкортостана. Я не услышал там Татарстан, но услышал Башкортостан. Понимаете? И потом, возвращаясь, до этого еще одна новость была, я это прочитывал, давайте еще добавим, да, добавим, что в Татарстане 230 Алга из роты или батальона Алга полегло 230, нахуй, то ли Вагнера они, блядь, нет, батальон Алга же говорю, блядь. Вот этот батальон сраный какой-то Алга, ебаный нахуй татарстанский, блядь, 230 человек, нахуй, все, сдохли. И был у них плакат. И заставили за ночь, точнее не заставили, за ночь его этот плакат содрали, нахуй, с этого пьедестала, блядь, где они фоткались там, эти мамаши, блядь, похороненных своих, блядь, сыновей. 230 человек из Татарстана. Он еще у нас был, может, блядь, татар, чуваш, башкир, хуево, кто там, блядь, нахуй, мы не можем сказать. Но суть из Татарстана. Паспорт, нахуй, российский, что поделаешь уж, но главное, блядь, прописка из Татарстана. 230 человек, значит, наши, грубо говоря. Если мы даже разделяем узкожопых с татарами, хуй с ним, все равно наши. С нашего, получается, республики Татарстана и Башкортостана. Уходят столько людей, потом возвращаются мейтлеры, эти, тела, короче, тела людей, и, получается, даже их нельзя по ним поскорбить, там, блядь, нахуй, написать, что они, вот столько людей было, плакат туда-сюда, ничего нельзя. Везде, нахуй, посадки, везде за все, блядь, пропиздошился, все, сиди, нахуй. 7 лет, 10 лет, блядь, нахуй, подобие Алсынова, который угодил, блядь, за какой-то, нахуй, парахолок 4 года. Поэтому, Туганлар, у нас, так скажем, проблем до хрена с этими, так скажем, блядь, мясными штурмами, и поэтому хотелось бы сказать такое, блядь, что из Башкортостана, из Татарстана, люди, которые сейчас вот смотрят всю эту обстановку, вы должны понимать, что это война, так скажем, нахуй, так скажем, блядь, нахуй, грубо скажем, блядь, на уничтожение всего, так скажем, нерусского мира, как мы знаем, да, и вот в этот момент, я думаю, вам уже пора очнуться и понять, что мы в данный момент, нахрен, находимся в такой, так сказать, блядь, в заднице того, что, блядь, нахрен, так скажем, блядь, по 100 тысяч, будем примерно так говорить, блядь, столько людей, блядь, нахуй, куда-то исчезло из Башкортостана, с Татарстана, блядь, допустим, да, ну, пусть даже будет на обоих 100 тысяч, блядь, по 50 тысяч, допустим, но не точно, только не 4 тысячи и 2300 там с Татарстана, пиздешь, это полное, и вот прикиньте, блядь, 100 тысяч, да, ведь, которые, блядь, в данный момент Европа пытается найти. Представьте, 100 тысяч наших пацанов просто полегло.
А эти 100 тысяч даже по всей Европе нашли все, они не могут, чтобы послать каких-то миротворцев в Украину. У них от силы набирается, вот во Франции 10 тысяч, потом еще там где-то 20, блядь. Итог 30 тысяч от силы, от силы. И теперь я вам приведу пример. Пример какой? 10 тысяч только у Каримова, у бывшего пидора, президента Узбекистана, было всего лишь, не всего лишь, а целых 10 тысяч личной, блядь, нахуй, охраны, блядь. Точнее, блядь, солдат, его личных солдат, нахуй, блядь, 10 тысяч. А здесь, нахуй, по всей Европе они нашкребают всего лишь 30 тысяч. Ну, уму непостижимо. Это они так защищены, получается, всей Европой и кому-то надеются. Я не могу понять, кому они надеются. Тут, если, блядь, боком, нахуй, с раком, блядь, стоит эта гнида, нахуй, путинская, блядь, которая может в любой момент атаковать, нахуй, Финляндию, Швецию, блядь, и так далее. И пошла-поехала, нахуй, до Румынии, так скажем, блядь, упор до Турции, так скажем. Вот поэтому я считаю, что если мы в данный момент, нахуй, вот этой хуйней страдаем, полнейшей, блядь, вот этой дерьмовой, нахуй, хуйней, где мы сейчас находимся, Башкортостан с Татарстаном, мы обязаны помочь Украине. Вот, исходя от этого, когда наши люди просто так дохнут по 100 тысяч, блядь, нахуй, на этой сраной войне, блядь, непонятно, блядь, нахуй, когда речь доходит до того, что нам нужна свобода от этой империи, блядь, нам бы сейчас, блядь, откликнуться всем мужикам, пацанам из Башкортостана с Татарстаном, услышать мои призывы и пойти выручать украинцев. И тем самым мы сами себя выручим, поймите, мы сами себя подымем, мы сами себя, получается, нахуй, приведем к независимости. Не нужно надеяться этой сраной Турции, как кто-то мне недавно какой-то комментарий писал, потом найдем, почитаем, может, наткнусь, если я не забуду. То, что, блядь, зря я, нахуй, поливаю грязью Эрдогана туда-сюда, нахуй. Поймите одну вещь, блядь. Сейчас, вам пример приведу, который вы сейчас наблюдаете перед вашими глазами. Трамп, не знаю, какой нации он, блядь, гондон этот. Может, тоже какой-то из пизды кукуи еврей, я не знаю, блядь. Зеленский еврей. Блядь, еще кто там нахуй? Еще, блядь, еще тут хуй какой-то, блядь, пропиздошился, блядь, сегодня что-то про него, блядь, нахуй. Этот, как это, блядь, только что, блядь, Арестович какой-то, гондон какой-то, Арестович, нахуй, тут тоже хуй, блядь, Арестович какой-то, еврей, наверное, блядь. В итоге, нахуй, одни евреи пытаются, нахуй, замочить Зеленского. Представили? Почему? Чтобы угодить этому сраному Путлеру, нахуй, блядь, пердуну этому, нахуй, блядь. То ли он, нахуй, финно-угор, то ли он тоже еврей какой-то гнедосный, блядь. И итог какой, блядь? Итог, нахуй, друг друга пытаются замочить. И тут я теперь понимаю одну вещь, блядь. До этого никак не мог понять, то ли я молодой, без мозгов, я не знаю, или я больно наивный, блядь, нахуй. Но не могу понять, да? И тут получается, вы скажете, ты же как бы против евреев, блядь. Да, я против, нахуй, вот этого ебанизма, который делает Нетаньяху, нахуй, блядь. Просто так мочит людей. Почему? Потому что, нахуй, это то же самое сопоставимо с Путлером, блядь. Одинаковая хуйня. Теперь, ладно, глубь не будем уходить туда, эта тема потом. И тут получается, вот прикиньте, вот этот, получается, что я как говорил, вот этот, Мочилова Зеленского, блядь, с Трампом, блядь, нахуй, приводит к тому, что Башкортостан с Татарстаном, да, ну и другие регионы, само собой, нахуй, видя вот эту хрень, блядь, нахуй, что творится вообще, блядь, нахуй, в мировой, блядь, так скажем, арене, мы должны, блядь, нахуй, уловить момент. Уловить момент. Мы, грубо говоря, я год пизжу об этом. Год об этом пизжу, мы уже год просрали, по идее. Но лучше поздно, чем никогда, нахуй. Понимаете? И я считаю, сейчас, если мы зайдем, получается, с такой тематикой, что вот есть солдаты, там, мужики, которые конкретно, блядь, согласны из Башкортостана, с Татарстана, блядь, пойти помочь украинцам в такую трудную минуту, блядь, я думаю, нахуй, после этого за нами пойдет весь регион, блядь, этой пидорасии, понимаете? Все пойдут, нахуй, и якуты, и буряты, и тувинцы, все пойдут за нами. Поэтому мы должны это сделать. Башкортлар, Хантотарлар, мы должны это сделать сейчас. Лучше поздно, чем никогда. Если мы это сейчас не сделаем, то в дальнейшем вот этот упадок Украины, если этот гнида Трамп, блядь, замочит, нахуй, конкретно вот этой политикой своей, нахуй, Зеленского, это пизда, нахуй, блядь. Это просто всем пизда, блядь. Мы опять попадем на 500 лет, нахуй, блядь, в этой сраной, нахуй, военизированной, нахуй, зоне, блядь, этой, как называемой, пидорасии, где мы не сможем даже не то, что слово, блядь, нахуй, пернуть, нахуй. Да мы там дышать не сможем. Почему? Потому что, нахуй, вам, блядь, вот то, что я вам читаю сейчас, показывает то, что, блядь, нахуй, в этой пидорасии, блядь, сажают за все. За все. И представьте, блядь, вернутся эти солдаты непонятно куда-то. Эти инвалиды, как всегда я говорил, блядь, они куда-то вернутся. Дальше, больше, что будет? Будет хуйня полная, я вам скажу. Поэтому мы должны сейчас точно, блядь, понять, почему и зачем это все происходит. Потом, вспоминая сегодня, мы послушаем, может быть, ну, я слушал, конечно, его, 10-12 минут, короче, не знаю, то ли он оторвал из-под текста, или он сорвал, или он так решил записать 10-12 минут, аналитика о будущем башкирского народа, Руслан Габбасов. Ну, я его, если я не буду говорить, ну, так получается, что я его забыл. Так нельзя. Мы его всегда помним, но и всегда я буду его осуждать, пока он не встанет на наши рельсы. Это какие рельсы? Первое, почему я его осуждаю, Башкортлар, Хантотарлар должны взять в руки оружие. Вот я из Башкортостана, у меня течет кровь узбекская, башкорт и татар. 3 крови. Из этих двух я оттуда. Вот башкорт и татар, я из Башкортостана. Поэтому я на эти 2 нации могу делать любые давления и говорить вам в лицо. Позорить вас, блядь, нахуй, опускать ниже плинтуса и так далее. Да пизды, блядь. Главное, вы должны одно уловить, нахуй. Я, кстати, вспомнил как раз. Уловить одно, что если мы будем идти по пути вот таких, нахуй, Габбасовых, не говоря там, Айсен еще, блядь, из Турции пиздит, блядь, Кашапова даже вспоминать смысла нет. Если мы таким путем пойдем, который он говорит, через 10 лет или 20 лет он что-то говорит, блядь, только тогда мы очнемся оказываться на освобождение, блядь, нахуй. То, да, мы так и будем. Через 500 лет мы будем даже освобождаться. Нас не будет. Может, если деградация в мире что-нибудь с интернетом не произойдет, может, вы увидите мои записи, там, если кто-то захочет записать, как кто-то уже мне скидывал, что меня в эфире записывают куда-то и выкладывают в ТикТок, конечно, есть такие люди даже, оказывается. Вот, поэтому, когда вы ну, как сказать, вспомните о том, что мы говорили вам, но уже нас не будет, это и есть та печаль, что вы будете жить до этого времени в рабстве. И вы, в конце концов, обрусеете. И вот это обрусение ваше для нас будет это полное, нахуй, ну, дурдом, я вам скажу, блядь, одним словом. Да, из-за того, что, ну, запись идет, наверное, в Ютубе как бы запись идет, но людей нету. Почему? Тут, ну, ночь, поздно, блядь, и, как говорится, людей нету, и как бы он, мне кажется, из-за того, что 2 недели был закрыт, он ушел на дно, как сказать, блядь, залег нахуй, и реакции вообще ноль, блядь. Вот я смотрю, что реакции вообще ноль. Нет, там нету лайк, там нету такого, блядь, поднять эфир, блядь, и так далее. Вот, поэтому Башкортостан с Татарстаном сейчас должен кровь из нос подтянуть нашу армию. И
так скажем, будущее зависит от нас только. А если мы будем слушать, идти по пути Габбасова и ждать море погоды, час икса, то мы ни хрена ничего никогда не добьемся. И мы будем так и сидеть, как он говорит, сменится Путин, придет другие, придут навальнисты, еще какие-то хуелисты, блядь, еще, до хрена кто придет.